Ради Хабиров пообещал вызывать чиновников на ковер из-за летающей на улицах пыли. Ради Хабиров урамнарда күтәрелгән тузан өчен түрәләрне келәмгә шакыртырга вәгъдә бирде. Ради Хабиров пообещал вызывать чиновников на ковер из-за летающей на улицах пыли. Ради Хабиров урамнарда күтәрелгән тузан өчен түрәләрне келәмгә шакыртырга вәгъдә бирде. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте. В эфире «Уфимский разворот». Сегодня у микрофона Елена Черкова. Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений. Смотри, за неделю не забыл номер. Пишите нам не только смски, но и сообщения в Телеграм. У нас также началась трансляция на Ютубе и на Фейсбуке. Нас там можно смотреть. Мы сегодня, как обычно, почитаем, что писали наши коллеги вчера. Да, и сегодня с утра поголосуем. У нас будет фрагмент программы «Персонально ваш». Во второй части программы у нас гость по телефону. Гости даже, я скажу. Гости. Да, мы поговорим по поводу возобновления сезона футбольного клуба Уфа, вообще российского и футбольного чемпионата, и по поводу инициативы депутата Дмитрия Чувилина провести парламентское расследование. Но об этом позже, во второй части. Поэтому далеко не уходите. А начнем мы сегодня с газет и сайтов. Пресса с доставкой на дом. Что пишут? Так, аргументы и факты у меня сегодня, и как раз, получается, тема такая вот совпала, что ли, да, буквально вот с утра вижу, что Ради Хабиров в соцсетях, значит, ищет советы насчет детского питания, обращается к мамочкам прежде всего. Он для себя или как? Ну, в смысле, своим детям? Слушай, а ведь дети у него еще маленькие. У него маленький сын, по-моему. Прям совсем малыш. Речь о чем? Значит, по словам Хабирова, проблема детского питания сейчас висит на повестке дня. Его интересует, что в большинстве городов Башкирии нет молочных кухонь. В Уфе их восстановили, и ряд экспертов рекомендует мне сделать, это он пишет, это по всем крупным городам республики. Это в любом случае процесс не быстрый и затраты серьезные. Тем более я обязан узнать мнение мамочек. Именно так пишет он. Хотят ли они получать не только сухие смеси, но и кисломолочные продукты. Так что, мамочки, бегом в соцсети, в аккаунт Радио Хабирова, делитесь своими мнениями. Понабегут. А эту же тему приблизительно аргументы и факты подняли на первой полосе. Здесь речь о школьном питании. Значит, в Минобразовании Башкирии признают, что до перехода на аутсорсинг еда в школьных столовых была достаточно востребована. Теперь жалобы ведомства идут чередой. По данным министерства, на 1 ноября 2018 года охват детей горячим питанием составил чуть более 96%. Ну, почти все. Вот у меня, например, дочь не ест не потому, что питание не нравится, а просто потому, что ребенок есть не любит. Мало ест. Удобный какой. Слушай, экономически выгодный ребенок. Видимо, вот в эти 3,8% входит. Значит, по словам замминистра образования Альфии Галиевой, сегодня в школах 45 муниципалитетов республики питание передано сторонним организациям. Еще в 6 районах учебные заведения решают вопрос самостоятельно. В остальных работают по смешанной схеме. Случаи возврата к старой системе единичный. Оказывается, в Белебее, где ранее перешли на аутсорсинг, с этого года отказались от него, да и то лишь в детских садах. Значит, что здесь важно отметить? Советник управляющего делами в Рио главы республики Алексей Гусев говорит: к сожалению, большое число операторов и недостаточный контроль в этой сфере показывают, что за одни и те же услуги, точнее деньги, дети получают различные услуги по качеству и количеству, хотя у нас действует один Санпин. Проконтролировать ситуацию в полном цикле от качества входного сырья до готовой продукции сегодня стало довольно проблематично, потому что занимаются этим сторонние фирмы. Значит, более подробно в материале Натальи Кузнецовой на первой полосе АИФ. Интересно, а в школьных столовках до сих пор эти пирожки такие с синеватым отливом, которые от тарелки не отлипают? Картофельное пюре имеешь в виду? Ну, такой резиновый такой шматок. Я думал, это только в нашем детстве было, в моем еще там советском. Да нет. Нет, оказывается. Еще макароны такие же. Ой, макароны прозрачные такие практически. Да. Интересно. Высокая кухня. Ой, и еще один момент, значит, в АИФ о том, как
Значит, в прошлом году всех народных целителей обязали получать лицензии на свою деятельность в Минздраве, спрашивает читатель издания. И вот какой интересный ответ. Значит, оказывается, на сегодня в ведомство официально поступило и рассмотрено только одно заявление, в республике имеется в виду, гражданина о выдаче разрешения на занятие народной медициной. Ему отказано в связи с непредоставлением документов. Разрешение выдается сроком на 5 лет. Так что, дорогие друзья, у нас ни одного официального народного целителя в республике нет, имейте в виду. Без лицензии. Слушай, ну тут как раз по этому же поводу материал на ПроУФУ в Уфе объявилась целительница, которая лечит диабет у детей. Она считает, что во всех болезнях детей виноваты, кто, как ты думаешь, конечно же, родители, и называет себя детским семейным психологом-психотерапевтом. А в редакцию ПроУФУ обратились обеспокоенные жители города, сообщив, что в Уфе объявилась целительница, которая уверяет, что болезни детей несут урок родителям. Не пойму, что хочет сказать автор, несут урок родителям. Психологическая коррекция самих родителей якобы исцеляет детей даже от диабета первого типа. На контакт с журналистами и общественниками психологиня, в кавычках, не вышла, поэтому для удобства читателя назовем ее Алина. При этом имя, как пишет ПроУФУ редакция, настоящее имя ее известно. Судя по странице ВКонтакте, Алина проживает в Уфе. На своей же странице в соцсети она выложила пост о том, что помогает уфимке, ребенок, который является диабетиком первого типа, избавиться от некоего дисбаланса. Именно это якобы освобождает ребенка от уколов инсулина. Кроме того, психолог говорит о том, что родители сами являются причиной болезни своих детей. Далее цитата. «Болеющий ребенок всегда несет некий урок своим родителям. До тех пор, пока родители его не осознают, не примут, не отпустят, ребенок будет из благих намерений продолжать болеть». Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны. И вот на таких вот, прости господи, психологинь не реагируйте. Если у вас ребенок болеет, это просто так сложилось. Никаких уроков никто никому не несет. Слушай, ну это бред какой-то. Просто самое грустное на самом деле, что вот на таких вот дам люди-то в итоге ведутся. То есть буквально недавно вот читала в Фейсбуке пост, кто-то репостнул из уфимских наших ребят про женщину, которая поехала рожать в Таиланд, какой-то там духовной акушерке, которая там, не знаю, пальцами чувствует, что там у тебя у ребенка не так. Она предположила, что у ребенка порок сердца, в итоге ребенок умер. Ну, такое. Ой, казалось, что все это осталось в прошлом. Вот опять же в моем советском детстве, когда массовый психоз, да, люди смотрели там Кашпировского и Чумака, банки заряжали. Кстати, вот очень хорошо это помню, но ситуация не сильно меняется. Тут вот еще цитата есть очень классная как раз из этой психологини, как ее ПроУФУ называет. Случай из практики. Ребенок-дошкольник, поставлен диагноз сахарный диабет. Когда начали работу с мамой, первое, что вылезло, общий хаос жизни, дисбалансные отношения между родителями, и главное, через болезнь ребенка мама оказалась в среде, в которой стала нащупывать свою личную реализацию, помощи другим. Но самореализация может быть без болезней, но для того, чтобы это произошло, важно отметить разрушающие программы внутри семьи. Ну, в общем, бред полный, конечно. Ой, но вот, тем не менее, прям у нее группа ВКонтакте есть. Это на ПроУФУ, да? Это на ПроУФУ. Так, что еще у нас? Давай, кстати, по поводу телефона. Да, по поводу телефона. Моя любимая новость вчера увидела, очень обрадовалась. Ради Хабиров дал свой прямой мобильный телефон крупным промышленникам из Башкирии. В Уфе проходит, возможно, да, все еще, я после отпуска пока плохо соображаю, российский промышленный форум, в рамках которого состоялась встреча временно исполняющей обязанности главы республики с руководителями крупных промышленных предприятий. По словам Ради Хабирова, сейчас складываются неплохие условия для развития промышленности. Об этом свидетельствует рост промышленного производства в республике на 3,4% в 2018 году. Но есть и проблемы. Об этом, кстати, Башинформ пишет, забыл упомянуть. Но есть, естественные проблемы. И Ради Хабиров решил, что если есть проблемы, то эти проблемы надо решать. Поэтому дал промышленникам свой личный номер телефона, чтобы они звонили напрямую Радию Хабирову и делились своими проблемами. Он не сказал звонить днем и ночью? У меня есть песня, посвященная этому случаю. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.
На самом деле, я, конечно же, просто завидую промышленникам, у которых теперь есть личный номер Радия Хабирова, потому что у меня-то его нет, я-то не могу ему позвонить, а они могут. Над Уфой надо было только песню Над поправить. Красногорском. Ну как? Ну что, продолжим. есть у нас еще чего немножко почитать? времени. Да, Давай. хочу вот что сказать. Значит, у нас праймерис, оказывается, по поводу, опять же, да, Радия Хабирова. Единая опять? Россия к выборам главы Башкирии пройдет в апреле-мае. Так что еще есть вариант, видимо, да, подразумевается, что люди могут, участвуя в праймерис, не выбрать того же Радия Хабирова, чтобы он шел на выборы от Единой России. Спрашивается, для чего? Смешная шутка. Значит, кандидат на пост от Единой России, выборы, которые пройдут в сентябре, будет отобран по результатам внутрипартийных праймерис. Как сообщил коммерсанту глава регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров, внутрипартийное голосование за претендентов, которые желают участвовать в выборах главы от партии, пройдет весной. Напомним, что после внесенных в 2015 году поправок в Кодекс о выборах Башкирии баллотироваться на должность главы республики может только кандидат от избирательного объединения. Желающий выдвинуться от Единой России, желание, точнее, в январе высказал в Рио главы региона Ради Хабиров. Интересно будет послушать, как будет Ради Хабиров участвовать в этих праймерис, агитировать за себя, и кто будет выступать против изнутри, из партии, да? Ну вот. что? Так. Слушай, есть у нас еще буквально минутка. Давай. Хочу рассказать тут в мэрии про грядущий весенний паводок. Рассказали, пока в зоне риска 2 района, это Демский и Ленинский, на некоторых улицах там, скорее всего, будет достаточно сильный подъем воды. Ну и в Кировском районе тоже могут под затопление попасть некоторые приусадебные участки и частные дома. Об этом Медиакорсеть пишет достаточно подробно, там прям количество участков, там, высота средняя воды, да, сколько, чего, куда, поэтому вот если вы живете как раз в этих районах, ну, здесь вот перечисляется, это Кооперативная поляна, Нижегородка, Затон, Кузнецовский Затон, и перелив автомобильной дороги возможен между Романовкой, это Демский район, и Козарезом Ленинского района. Ну, я бы сказал, что интересно там то, что, оказывается, запас снега на данный момент ниже средних многолетних значений. То есть тот, кто говорит, что у нас много снега, тот ошибается. Статистика, как известно, не врет. Ну что, обзор прессы закончим. Сейчас предложим вашему вниманию фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях нашей студии был общественный деятель Азамат Галин, и говорили мы о вероятности введения чрезвычайной ситуации в Сибае и вообще какие условия существуют для того, чтобы чрезвычайная ситуация могла быть введена. Вот если строго придерживаться инструкций, это локальное экологическое бедствие с нелетальным поражающим воздействием. Согласно инструкции, чрезвычайная ситуация объявляется в случае превышения отравляющих химических веществ ПДК более 50 раз и более 8 часов подряд. Есть нормативы, да. И не нужно думать, что власти какие-то беззащитные. В случае, если бы объявили ЧС, такие учения проводятся регулярно. У каждого города есть своя зона, куда осуществляется эвакуация населения. Вот 40 минут достаточно для того, чтобы эвакуировать весь Сибай. Но это эвакуация в Чистополе имеется в виду, да? Нет, не расселение. нет. Есть свои эвакуационные зоны, куда они должны быть эвакуированы. Есть транспорт. На каждом предприятии есть люди, которые знают, когда и как, и что нужно делать. Каждый год проводится учение, и все отрабатывается на поле. Я сам неоднократно участвовал в подобного рода учениях. Там все контролируется очень жестко. За это отвечает федерал. Поступил сигнал, должны приступить к эвакуации. Поверьте мне, эвакуировать так, что там ничего не останется. При эвакуации граждане имеют право с собой брать паспорт, и все. Никаких личных вещей, ничего с собой брать нельзя, потому что все это возьмут и выкинут. Если будете, соответственно, сопротивляться, возьмут и пристрелят, я не знаю. Вот здесь вот ситуация такая, что вот эти поражающие вещества, они нелетальны. И согласно инструкции, они не превышают вот этих вот, видимо, вот этих временных нормативов по ПДК для того, чтобы объявить ЧС. Я к чему это говорю? Вот в социальных сетях сейчас вот развернулась кампания «Сбор подписей» за то, чтобы объявить зону ЧС Сибая. Это ни в коем случае не веселье. Я просто сейчас вот пытаюсь людям объяснить, что это такое эвакуация. Все эти мероприятия, они отрабатываются. Как этих людей кормить, как этих людей содержать. Все, кто должны это знать, они это знают. Если, допустим, вы попадаете в эту эвакуацию, вам с собой, кроме паспорта там, и свидетельства о рождении детей, с собой ничего не разрешат брать. Вы должны все бросить и уехать. Отсюда вопрос, что будет с вашим личным имуществом, хозяйством, которое вы там бросите и уедете? Это же там мародерство начнется. Так уедут же все, никого не останется. В Чернобыле-то после эвакуации населения мародерство было, или вот в Японии до сих пор мародерствует. Если людей эвакуировали, а что будет с их имуществом, что будет с их домами?
Когда вот, допустим, подписи забирают за то, чтобы объявить там зону ЧС, я бы прежде всего спросил бы у самих жителей Сибая, согласны ли они на то, чтобы их оттуда эвакуировать. Второй момент, если ЧС объявляется, то она объявляется на всей зоне. Почему? Потому что там наступают федеральные полномочия. То есть вот региональные власти не могут взять и объявить ЧС. Федеральные точки, МЧС или какие-то? МЧС формирует всю систему управления в дальнейшем. Власть полностью от региональных властей переходит куда? К МЧС. Когда я начал вот эту вот всю ситуацию анализировать, обнаружил следующее, что оказывается у нас на территории Российской Федерации практически не осталось ни одного региона, где не было бы вот такого рода проблем. Взять Казань. Там превышение ПДК по аммиаку. Берем Челябинск. Превышение тоже по каким-то там газам, я сейчас не помню, да, очень серьезное. И причем у них это происходит уже практически каждый день. В Москве, в том числе Подмосковье, по всей территории России, очень много вот таких вот зон, где подобного рода проблемы имеются. И нигде не объявлена вот эта вот ситуация ЧС. Нигде. Был такой губернатор Юревич, губернатор, который попытался в свое время объявить самостоятельно в своем регионе чрезвычайную ситуацию. Его уволили через 2 недели и поставили руководителя комбината, который является основным виновником вот этих вот негативных выбросов. Ну, это разве говорит о том, что у нас все правильно происходит? Вот. Я это к чему говорю? Вот эти все проблемы экологического характера, они, в общем-то, так глубоко, получается, в нашей стране закопаны. Получается, что в нашей стране есть огромная ниша, которую могут политики занять в будущее. Этот вопрос, он не решается на региональном уровне. Этот вопрос решается только на федеральном уровне. Я понимаю, что в любой ситуации есть люди, которые говорят, вот региональная власть не справляется, соответственно, их надо отправить в отставку. Мы, наверное, должны тогда в этом случае откровенно и честно сказать сибайцам, в данной ситуации мы просто вас будем использовать, потому что мы не решим вашу проблему. Отставка, не отставка региональных властей, она не сдвинет эту проблему. Поэтому какие есть на сегодняшний день пути решения? Заливать водой, глиной, еще чем-то и, соответственно, тушить этот пожар. Решают на сегодняшний день региональные власти эту проблему? Решают. Насколько эффективно, это тоже вопрос. Медленное затопление происходит из-за того, что у ГМК необходимо эвакуировать оборудование, которое находится внизу. Вот примерно такую версию Марс Сафаров у нас тоже озвучил, что есть интересы экономического характера у собственников карьера. Да, вот это меня возмутило. И это как раз снова нас возвращает к тому, что а что мы хотим, да? Мы хотим добиться результата. Нам нужно, чтобы газ, который там выделяется, он перестал выделяться, а получается, что у ГМК с нами играет вот какие-то определенные вот политические игры, а инструментов воздействия у нас на него нет. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Напомним, что в гостях у нас вчера был Азамат Галин, политолог, общественный деятель, единый во многих лицах. Этот эфир вы можете еще раз посмотреть на сайте hmskaufa.ru в разделе программы, а также на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. У нас там этот эфир тоже лежит. Да, кстати, в конце эфира мы говорили об информационной политике в нашей республике, и сегодня мы эту тему продолжим, поскольку в гостях программы «Персонально ваш» будет председатель Совета директоров акционерного общества «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. Слушайте эфир после 15 часов, и вопросы вы можете присылать на наш традиционный номер телефона. +7 927 304 1051, что ж ты его не повторяешь. Но мы сейчас будем голосовать, и голосовать мы будем по поводу маршруток и автобусов. Я напомню, что у нас не так давно, буквально там пару недель назад, Госкомтранс в том числе рассказал о том, что теперь все большие пассажирские автобусы будут оборудованы турникетами и там будет система безналичной оплаты. То есть, чтобы попасть в автобус, там целый квест. Нужно пройти несколько преград. Об этом в том числе буквально вот на днях, вчера, по-моему, да, в «Коммерсанте» был этот пресс-завтрак, там с представителями транспортной вот этой всей структуры Уфы, представителями Госкомтранса, и об этом новшестве, об этих турникетах снова в очередной раз говорили. Есть материал, кстати, по поводу всего этого прекрасного нововведения на портале «Правда ПФО». Достаточно большой такой репортажик с комментариями представителей Госкомтранс, которые поясняют чуть более чем ничего. Но, тем не менее, вот сама идея, да, ввести такое, установить турникеты на входах в автобусы, поставить валидаторы, сделать безналичный расчет в этих автобусах.
Как вам вообще эта идея? Вот вам, как пользователям общественного транспорта города Уфы. Слушай, давай все-таки сузим. Именно турникеты. Скорее всего... Турникеты, да. Окей, турникеты. давай по турникетам. Вам нравится эта идея? Вам кажется, что это нормальная мысль, да, ну, как бы усовершенствовать контроль за тем, кто как заходит в автобус. 262-72-47. Вам не нравится категорически эта идея, это бред и очереди, да, с собой повлекут. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Итак, вам, как жителям города Уфы, как пользователям общественного транспорта, больших автобусов Башавтотранса, нравится идея установить в этих автобусах турникеты на входе. 262-72-47. Да, вам нравится, это классно, это хорошая мысль, это контроль, и, в общем-то, все как в Европе, все по красоте будет. 262-72-47. 262-72-48. Вам категорически не нравится эта идея, вам кажется, что это очень дурацкая мысль, на самом деле, и она приведет только к тому, что на входе в автобусы будут гигантские очереди, да, и вы будете просто минут 5 стоять, чтобы зайти в этот свой бедный несчастный НИФАС, или что там ходит сейчас. 262-72-48. Ты знаешь, я как пользователь общественного транспорта, в том числе вот больших 57-х автобусов, которые из Демы едут в центр, я вот слабо себе представляю, что как это все будет выглядеть. То есть вот подходит этот автобус на остановку Майора Зимина, и мы выстраиваемся в такую длинную цепочку. Человек 20 сразу, да? Да, человек 20. И вот автобус стоит минут, сколько там он будет стоять? Ну, 5, я думаю, минимум. Ну, то есть смотри, это, если повезет. Это же, да, во-первых, так. Во-вторых, у него же есть расписание, он же должен там с определенной частотой двигаться и уходить от маршруток, ну, в смысле, от остановок. Как это все будет происходить? Я вот вообще не поддерживаю. Мне кажется, это бред собачий. Но, между тем, целая большая Москва много лет жила в этих условиях, да, турникеты были. Но в Москве есть метро. Да, дополнительная есть опция. альтернативные варианты, конечно. Но турникеты были везде, в трамваях, в троллейбусах, в автобусах. В метро, правда, свои турникеты, но надземный транспорт это использовал. Сейчас от этого отказались. 262-72-47. Вам нравится идея установить турникеты в уфимских автобусах. 262-72-48. Вам эта идея совершенно не нравится. Давай мы сейчас будем голосовать дальше. Уходим на новости. После новостей вернемся и подведем итоги. 7:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на Эхе Новости. Нальчике между силовиками и предполагаемыми преступниками произошла перестрелка. Сейчас 2 человека, оказавших вооруженное сопротивление, заблокированы в одном из частных домов. Об этом сообщает Интерфакс. Ранее стало известно о том, что часть города перекрыта в рамках введенного режима контртеррористической операции. Усилена охрана, введен контроль за телефонными переговорами. И вот только что приходит сообщение, что один боевик все-таки ликвидирован в ходе контртеррористической операции. На общение Дональда Трампа и Ким Чен Ына отведено около 2 часов. Согласно графику, который опубликовал Белый дом, в течение первых 20 минут саммита главы государств смогут поговорить тет-а-тет. Затем переговоры продолжатся за ужином. Сегодняшняя встреча лидеров США и КНДР в столице Вьетнама Ханое станет уже 2-й по счету. Впервые они провели переговоры летом прошлого года в Сингапуре. Ожидается, что Вашингтон и Пхеньян попытаются согласовать очередность шагов по нормализации отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. ВМФ России непрерывно следит за американским эсминцем, зашедшим в Балтийское море. По сведениям военных, боевой корабль «Грейвли» появился в акватории накануне днем. Сообщается, что он может нести на борту 150 ракет «Томагавк», оснащен системой противоракетной обороны. Это уже 2-й заход эсминца в Балтийское море в этом году. В прошлом месяце он находился там в общей сложности почти 20 дней. «Грейвли» — это флагман первой постоянной военно-морской группы НАТО. Срок согласования сделки по Брекситу между Лондоном и Брюсселем истекает через 3 недели, как сообщают источники в ЕС. В газете «Гардиан» дедлайн наступит 21-22 марта, когда Европейский совет соберется на запланированный весенний саммит. Если к этому времени документ не будет принят, британскому премьер-министру Терезе Мэй придется отложить выход страны из Евросоюза. Сама премьер пообещала, что если парламент королевства не примет сделку, она проведет голосование о Брексите без соглашения. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Ракета «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb готова к полету. Это подтвердила предстартовая проверка на космодроме Куру во французской Гвиане. Запуск состоится 27 февраля по местному времени. В Москве это будет уже половина первой ночи 28 февраля. Старт неоднократно переносился. Сначала из-за микротрещины, обнаруженной в корпусе разгонного блока «Фрегат», затем из-за неполадок на такой же ракете, выводившей на орбиту египетский спутник. Напомню, компания OneWeb планирует создать глобальную сеть, которая обеспечит широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру. В ходе первого старта в космос будут отправлены 6 спутников связи.
Вулкан Безымянный на Камчатке, по прогнозам ученых, готовится к извержению. Как пишет Интерфакс, наблюдатели в течение последней недели фиксируют, как с вершины лавового купола сходят раскаленные лавины. В любой момент Безымянный может начать выбрасывать столбы пепла на высоту 15 километров над уровнем моря. Последнее подобное извержение одного из самых активных вулканов на планете произошло в позапрошлом году. О погоде в Москве сейчас в городе -3, пасмурно, давление 745 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем в городе от -4 до -2, облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик КСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. 28 февраля вместе с гостем «Эхо Москвы» в Уфе, директором студии групповых тренировок GetBet Айратом Гильмановым обсудим фитнес-тренды 2019 года. Слушайте эфир в четверг в 8:45. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В Уфе сформирована Общественная палата города. Первое рабочее совещание состоялось 26 февраля. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в Общественную палату входит 30 человек. 7 из них выбрал глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Еще 7 назначены президиумом города и столько же главами администрации районов. На оставшиеся 9 мест в Общественной палате участники заседания рассмотрели 48 кандидатур из числа граждан. По результатам голосования были выбраны Полина Вишневская, Михаил Кумпан, Владислав Литвинчук и другие. Первое заседание палаты в полном составе запланировано на 5 марта. На нем будет определен ее председатель и сформированы комиссии по направлениям деятельности. В Стерлитамаке следователя признали виновным в получении взятки. 27-летний следователь Следственного комитета был задержан с поличным в момент получения взятки в размере 15 тысяч рублей. Как сообщает Следственный комитет республики, деньги мужчина получил за то, чтобы не менять меру пресечения обвиняемому по уголовному делу, которое находилось в производстве следователя. При этом 15 тысяч были последней частью взятки. Ранее полицейский уже получил от обвиняемого 36 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела следователь был уволен за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета и совершение проступка, порочащего его честь. В ходе следствия и суда преступник признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф в сумме 255 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет. В Уфе приостановлена работа мусоросортировочного комплекса. Еще в декабре прошлого года компания «Эко-Уфа» приостановила свою работу из-за отсутствия договора с региональным оператором по обращению с отходами в Уфимской зоне спецавтохозяйством по уборке города. Об этом директор компании Николай Штоль сообщил Медиакор-сети. По его словам, условия договора невыгодны предприятию. По ним «Эко-Уфа» должна платить спецавтохозяйству за, цитирую, «хвосты
хвосты, которые остаются после обработки отходов. Предприятие готовит иск в арбитражный суд Башкирии, чтобы заставить регионального оператора изменить условия договора. Эко-Уфа является практически единственным мусоросортировочным предприятием в первой зоне, включающей Уфу и 15 районов. Его мощность переработки отходов составляет около 100 тысяч тонн в год. Администрация Уфы планирует выставить на конкурс 2 новых автобусных маршрута. Как сообщил заместитель начальника управления транспорта администрации Уфы Владимир Петров, конкурс будет объявлен в течение месяца. По его словам, перевозчикам предложат взять на обслуживание маршрут номер 257, который будет курсировать от Вьетнамского рынка в Деме с заездом в микрорайон Яркий до клиники медицинского университета, а также маршрут номер 278. Он будет перевозить пассажиров от улицы Рощинской в поселке Нагаево до 21-й больницы. Как сообщил «Эху» Владимир Петров, сейчас решается вопрос вместимости и количества автобусов, которые потребуется пустить по этим 2 направлениям. Сейчас обследование пассажиропотока полностью идет. У нас Уфотранс там работает. И потом уже по следующим вопросам жителей производим, чтобы примерно понимать, какие автобусы там нужны. Средней вместимости, малой вместимости или большой вместимости. Но, скорее всего, будут автобусы большой вместимости. Пока планируем там, но минимум средней вместимости уже будет. Малой вместимости туда мы уже запускать не будем. Оба маршрута, которые власти Уфы собираются выставить на конкурс, будут работать по нерегулируемым маршрутам. В течение года чиновники городской администрации планируют выставить на конкурс еще несколько новых автобусных маршрутов. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от -7 до -9 градусов. Сейчас за окнами облачно, 8 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». В студии сегодня Елена Черкова, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы до перерыва на новости объявили голосование и спрашивали у вас, нравится ли вам инициатива о том, что у нас в уфимских автобусах больших появятся турникеты на входе. Это помимо всех других удовольствий, валидаторов, там, бесконтактной оплаты. Удовольствий? Ну, остальные, мне кажется, все-таки это удовольствие. Ну ладно, как скажешь. Турникет — вопрос спорный. 262-72-47. Да, вам эта идея нравится, вам кажется, что это правильно. Но это как минимум обеспечит какой-то дополнительный контроль. 262-72-48. Вам эта идея категорически не нравится, потому что это приведет исключительно к тому, что вы будете стоять в очереди километровой, да, чтобы попасть в свой автобус. Ну что, мы будем подводить итоги голосования. Сейчас голоса окончательно допадают. 86% наших слушателей эту идею не поддерживают, не нравится им мысль о том, что надо будет стоять и ждать, когда перед тобой кто-нибудь сообразит, как пользоваться этим турникетом. Я думал, будет 100%. 14% тем временем считают, что да, неплохо, отлично это, хорошая мысль. Ну, видимо, надо экспериментальным путем это все проверить, как это работает, потому что все-таки, не можем мы воспользоваться готовым опытом той же Москвы и сразу перейти к современному способу. Да, смс-ку нам прислали, к сожалению, не подписанную, что это бред и очереди. Да, я согласна. Ну что ж, поживем, увидим, а сейчас мы поменяем тему. В ближайшее воскресенье, 3 марта уже, кстати, весна у нас начинается буквально послезавтра, в Уфе состоится на стадионе «Нефтяник» матч футбольного клуба Уфа с футбольным клубом «Динамо» из Москвы. Вместе с этим матчем, по сути дела, возобновляется российский чемпионат, который был прерван на зимние каникулы в декабре. И, в общем, после вот этого начала следующего раунда нашего чемпионата мы в итоге придем к его завершению и получим какие-то результаты.
Футбольный клуб Уфа, как известно, на сегодняшний день нас не очень радует, да, своими результатами. Он на сегодняшний день на 14-м месте из 16 команд, то есть это практически внизу в турнирной таблице. У футбольного клуба Уфа 16 очков после 17 игр. Но так или иначе, в общем, футболистам, клубу интересно и важно, чтобы люди ходили на матчи, да. Поэтому мы хотим сейчас поговорить по телефону с пресс-атташе футбольного клуба Уфа Сергеем Тыртышным. Во-первых, о предстоящем начале продолжения, да, о продолжении сезона и о предстоящем матче. Мы сейчас будем дозваниваться Сергею Тыртышному и зададим вопросы по телефону. Значит, слушай, холодно же. Очень холодно, вообще, согласен. Я прям восхищаюсь. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Сергей, в студии Елена Черкова, Руслан Валиев. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Хотим уточнить, как настроение в клубе, какие планы? Все-таки 14 место после первой части чемпионата, и нужно как-то наверстывать упущенное. Ну да, согласен, но в данном случае турнирное положение, конечно, обязывает собраться, но, как вы помните, там в таблице буквально 2 победы может все изменить, так же, как и 2 поражения. Поэтому я думаю, пока ничего страшного нет. Будем стараться сыграть удачно оставшуюся часть матчей. А есть ли какие-то изменения в команде, в клубе вообще, я не знаю, в принципиальных каких-то вещах за перерыв для того, чтобы действительно качественно повлиять на игру? Есть да, у нас пришел новый нападающий. Будем надеяться, что ему у нас понравится. Это аргентинского происхождения парень Андрес Ломбергар. И пришло 2 вратаря к нам. Тимур Акмурзин, пока он у нас в аренде, мы к нему присматриваемся, из казанского Рубина. И Юрий Шафинский, это уже более опытный вратарь. То есть можно сказать, что вратарская линия у нас укреплена. И от нас ушли буквально воспитанник уфимского футбола, точно так же он пока в аренде. Игорь Дивеев, он пока в аренде в ЦСКА. То есть он бы ушел, если бы, например, на месяц раньше, возможно, он бы там остался. Но так как он все сборы прошел с Уфой, наш экс-главный тренер, ныне наставник ЦСКА Гончаренко, он просто не знает, в каком он сейчас состоянии находится, поэтому пока его взяли в аренду, но он уже сыграл 1 товарищеский матч против Уфы и против нас как раз. Мы проиграли 1-2, хотя этот товарищеский матч ничего вроде бы не решает, тем не менее его отметил тренерский штаб ЦСКА, что сыграл без единой ошибки. Вот пока так. За зиму мы сделали ремонт в раздевалках, теперь у нас раздевалки стали более качественные, более широкие, и даже вчера мы проводили первую тренировку, и Саша Белинов, наш голкипер, как раз садясь на свое место уже в новой раздевалке, он мне сказал, вот это уровень, вот это действительно стал сейчас серьезный уровень. Он так посчитал, глядя на раздевалку. Как интересно, прям хочется посмотреть, а что же можно изменить в раздевалке такого, чтобы... Нет, но вы знаете, там были какие-то технические помещения, мы просто их сдвинули, там небольшая перепланировка прошла, и поменяли мебель, то есть раздевалка стала шире, увеличилось количество душевых, туалетов, и чуть-чуть увеличилось у нас на 2, как они, я не знаю, как называется, кушетки, диваны, массажная, я имею в виду, увеличилась массажная. Сергей, скажите, пожалуйста, вот в декабре, в конце прошлого года говорили о создании общественного попечительского совета, то есть не общественного, попечительского совета футбольного клуба Уфа. Там ставили срок до 31 января, насколько я помню, нужно было разработать концепцию работы этого совета. Как сейчас дела обстоят? Создана ли эта концепция? Вообще, как этот совет начал работать, если начал? Вот об этом. Ой, вы знаете, это в данном случае вопрос не совсем ко мне, потому что этим занимаются непосредственно руководители клуба. Мы в данном случае только исполнители. Я знаю, что вопросы такие были. Я знаю, что попечительский совет, по крайней мере, у нас есть глава попечительского совета Ростислав Равкатович Мурзагулов. Он, наверное, в большей степени сейчас как раз занимается наполнением самого попечительского совета.
Как раз у него и спросим сегодня. Так, значит, по поводу календаря. Вот я посмотрел, да, приблизительно. Вижу, что самые интересные встречи, вот помимо встречи с «Динамо», они в основном будут на выезде в оставшуюся часть сезона. Да, на выезде у нас действительно самые сложные матчи. Мы играем с «Зенитом», мы играем со «Спартаком», и с ЦСКА мы играем на выезде. Конечно, матчи непростые, заканчиваем даже чемпионат как раз матчем с «Локомотивом». Угу. Вот в этом смысле как бы есть, да, вот проблема, что ли, можно ее открыто озвучивать, то, что у нас заполняемость домашних игр не совсем высокая, скажем, да. Что нового клуб планирует предложить болельщикам, я не знаю, уфимцам, в конце концов, чтобы они стали болельщиками и стали активнее ходить на стадион? И на ближайшую игру, вот в воскресенье, и вообще в целом на все матчи? Да, на ближайшую игру у нас обширная развлекательная программа непосредственно до матча, то есть мы впервые какие-то вещи сделаем, но пусть это будет сюрпризом. У нас от наших партнеров будут розыгрыши различных лотерей, беспроигрышных, там, от мобильных телефонов до футболок и бесплатного глинтвейна. Мы первыми начнем отмечать Масленицу в этом году. То есть мы закупили, будет закуплено порядка 2000 блинов, которые мы тоже будем раздавать, естественно, чай, кашу по традиции. Ну и множество различных конкурсов и так далее, там, чтобы люди приходили с детьми, действительно пришли отдохнуть до футбола, пришли там за час до матча, скажем так, за полтора, где-то там с детьми поиграли, что-то тут навыигрывали, и потом пошли поддержать команду. Но я думаю, на этом матче будет нормальная посещаемость. Но у нас, вы знаете, у нас так волнообразно. У нас, если кто футбол у нас посещает, знает, во-первых, мы зависим от погоды, потому что у нас стадион не крытый. У нас крыта только одна трибуна. А здесь первый матч сезона, как правило, у нас всегда заполнялся. Вот насколько я помню, в прошлом году, по-моему, первый матч мы играли кубковый с ЦСКА, у нас порядка 11 тысяч пришло. То есть на первый матч Нового года мы всегда собираем. Угу. Ну вот действительно, вот вы упомянули, да, что будет глинтвейн и напитки. Я вот как человек, который посещал в холодное время в том числе, могу сказать, что недостаточно торговых точек там элементарно чай купить, и люди мерзнут. Вот сейчас с этим будет решена проблема? Нет, когда холодно, если вы говорите, ходили, когда холодно, мы всегда ставили полевую кухню, мы бесплатно обеспечивали болельщиков чаем. Просто там кому-то что-то еще нужно было, например, кофе. Но я знаю, что торговые точки будут увеличены, потому что люди просили нас об этом. А с пивом будете пускать на арену? На трибуны, точнее, на арену? Нет, вы знаете, у нас же есть закон, который не позволяет на трибуны заходить с пивом. Хотя вот сейчас мы приехали со сборов, и в Европе даже на товарищеских матчах везде продается пиво. Я думаю, если вы помните, на прошедшем Мундиале в России тоже продавалось пиво. Я думаю, если пиво вернется на трибуны, то, во-первых, это такой напиток, это все-таки не водка, давайте признаем, то и пивные деньги придут в спорт, в том числе в футбол. То есть это дополнительные спонсоры, и народ, наверное, более охотнее будет. Ну да, заполняемость-то поболее станет. Да, здесь не нужно ничего придумывать, нужно было просто посмотреть на другие страны. Ну, к сожалению, Россия, как правило, идет своим путем. Скажем, вот сколько уже копий сломано по вопросу о лимите на легионеров и так далее. Вроде мы хотим сделать по традиции как лучше, а получается, как всегда, мы хотим создать сильную сборную. И вот сейчас все клубы выступают против отмены лимита, потому что, вы сами понимаете, даже из СМИ, что получается более-менее россиянин, который более-менее, в общем-то, это по европейским меркам средний игрок, он получает потолковую зарплату, потому что здесь, если ты ему не дашь, то ему даст соседний клуб. Логично. Хотя такие деньги никто ему не даст в Европе. И поэтому, если мы можем взять качественного европейца, скажем так, на 5-ю часть зарплаты кого-то из этих россиян, то ему просто не хватит места в составе. И получается здесь замкнутый круг. Мы хотим развивать футбол, мы хотим, чтобы была конкуренция, в то же время у нас сейчас очень качественный нападающий есть Бизик, действительно хороший нападающий. Но ему не находилось места в основном составе. Вот у нас молодой, наверное, слышали, да, казахский Месси его звали, Булан Саид Ахмед, но он молодой, и там у нас уже есть иностранцы, а он еще казах, и получается,
И тут получается замкнутый круг. У нас есть действительно талант, который для того, чтобы раскрыть его, мы должны были давать ему играть. А давать мы ему играть не можем, потому что у нас лимит на легионеров. И такая ситуация в каждом клубе. То есть, например, тот же «Зенит» играет условно там в Лиге Чемпионов, и сейчас они там в Лиге Европы играют. В Лиге Европы играют, там лимита нет. То есть они туда выставляют одну команду, на чемпионат России другую команду. То есть тренер должен готовить разные команды, по сути. Да, на один турнир, на другой. Так же, как и мы, когда мы играли в Лиге Европы. То есть где-то мы выставляли больше иностранцев, кто-то получал меньше игровой практики и так далее и тому подобное. То есть вот мы... Ну, я думаю, что это один из тех вопросов. И потом, знаете, когда действительно играть, когда команда начинает играть в хороший футбол, это привлекает и болельщиков на трибуны. Ну, Сергей, давайте скажем, у нас матч во сколько? По-моему, в 13:30, да, в воскресенье будет? Да, в 13:30 обещают хорошую погоду, ну, сравнительно, там, я не знаю, там в районе -3, наверное, будет. Но я думаю, можно просто прийти, отдохнуть с семьей. Пользуясь случаем, хочу предложить всем уфимцам прийти в этот день и с нами отметить Масленицу и посмотреть хороший футбол. И чуть-чуть я сейчас приоткрою завесу тайны. Сегодня у нас начинается продажа билетов, уже не онлайн, а непосредственно в кассах. Да, и у нас достаточно громкое заявление, необычное, наверное, для российского футбола, будет сделано руководством клуба по этому поводу. Так что, я думаю, к вечеру будут очень интересные новости. Ну что ж, будем следить. Заинтриговали. Спасибо большое. На связи прямой с нашей студией был пресс-атташе футбольного клуба Уфа Сергей Тартышный. Спасибо вам, Сергей, за то, что ответили на вопросы. Нам тут по поводу пива приходит сообщение, что дело, говорит, действительно человек из ФК Уфа, вот, конечно, не пиво, но вернуть на трибуну его следует. Но как бы не освободили его от должности за пропаганду. Ну, послушай, по-моему, об этом все открыто говорят футбольные функционеры, не только в Уфе, но и вообще во всех клубах, не только футбольных, кстати говоря. Поэтому это, на мой взгляд, тема действительно интересная и важная. Ну что ж, у нас немного времени остается, мы сейчас поменяем тему. Перейдем от спортивной темы вновь, скажем так, к политике и к серьезным вещам. У нас, значит, ситуация в Сибае, в общем, не оставляет покоя, да, не оставляет нас в покое. И на этом фоне депутат нашего Курултая от КПРФ Дмитрий Чувилин попытался инициировать парламентское расследование ситуации в Сибае. И он направил несколько обращений, соответствующих на имя там Радия Хабирова, Константина Толкачева и Альфариса Байчурина с просьбой рассмотреть возможность проведения соответствующего расследования. И сейчас Дмитрий Чувилин у нас на проводе. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Дмитрий, поясните, пожалуйста, в чем суть ваших обращений? Чего вы хотели добиться от в Рио главы региона, от Константина Толкачева своими обращениями? Так, я хотел добиться того, чтобы было проведено парламентское вообще расследование, да, ситуации экологической в Сибае, выяснить причину, почему эти все возгорания руды произошли, чтобы такой ситуации больше не повторялась, и вывести чиновников, скажем так, и владельцев горного комбината, что называется, на чистую воду, чтобы узнать, в чем причина возгорания. А что вас смущает? То есть вроде все известно же. Какие меры следует предпринять, чтобы она больше не повторилась. А почему вот вас, в чем сомнения ваши? То есть вроде все известно, понятно, все объясняется. Или не все, на ваш взгляд? Но, на мой взгляд, непонятно, почему вообще руда возгоралась. То ли это из-за того, что ненадлежащим образом проводились работы по рекультивации. То ли, что называется, мало ли кто-то там, может, спичку бросил, что называется, да? Почему это все горит? Понятно. Так. Ну, а узнать первую причину этого возгорания, это каким образом повлияет на ситуацию? Ну окей, узнаете вы, из-за чего это все началось. Людям-то это как помочь? Мне кажется, что вот чтобы причину-то нужно выяснить из-за чего, чтобы такая ситуация больше не повторялась. Вот что самое главное, чтобы и в дальнейшем и работать по рекультивации возможно шли, а может быть, там вообще другая причина. То есть выяснить причину, чтобы не повторялась эта ситуация, чтобы люди больше не страдали. Да, таким образом, я так понимаю, что отказали вам в проведении этого расследования. Что сказали-то? Почему отказали? Что не так?
Но самое главное, что следует из ответа, что у нас в Курултае, как говорится, не сидит сложа руки, да. Действительно была создана рабочая комиссия, выезжали туда депутаты, предпринимались меры для того, чтобы вот это вот возгорание все прекратить, да. В принципе-то, на самом деле, меры некоторые предприняты. Вот. Но, опять-таки, из ответа нету там того, что вот причины-то выяснены. Угу. Смотрите, а на ближайшем заседании Курултая не планируете, я не знаю, там встать элементарно и поднять этот вопрос, чтобы депутаты услышали не только там в закрытых кулуарных совещаниях, но и непосредственно на пленарном заседании? Да, ближайшее вот у нас завтра заседание будет буквально-таки. Там по этому вопросу у нас будет выступать и исполняющий обязанности министра природопользования, да, и, значит, исполняющий министр здравоохранения. Так. И вот как раз-таки к нему будут вопросы. Угу. Дмитрий, все-таки я еще раз хочу прояснить, не до конца я поняла. Отказали, потому что уже выезжали в Сибай депутаты, потому что была создана определенная рабочая группа, которая этим вопросом занималась, и таким образом проведение дополнительного расследования посчитали нецелесообразным, так что ли? Ну, получается так. Угу. Угу. Но мне как бы кажется, что этих мер недостаточно. Надо все-таки в причине-то покопаться. Ну что ж, понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, что на прямой связи со студией был депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан от КПРФ Дмитрий Чувилин по поводу инициативы провести парламентское расследование о ситуации в Сибае. Ну, а смысл какой? Ну, знаем мы причину того, что случилось. Дальше что? Тлеть это не прекратится, ПДК не прекратится, запах не исчезнет. Ученый в нашей студии, вот тот же Марс Сафаров, говорил, что самовозгорание в данном случае вполне реально. Да, абсолютно вполне себе реакция, да, когда кислород попадает и начинается... Ну, это же такая-то химия, не знаю, в школе проходим. Да, тут главная проблема, конечно, решить. Ну что, тем временем... Просто, да, на этой ситуации в Сибае, мне кажется, уже вот реально начали люди хайп ловить. Я, конечно, ни в коем случае не умаляю, да, там, достоинство тех, кто пытается реально решить эту проблему, но, по-моему, уже реально начинается такая лишь бы за этими действиями стояло реальное желание решить проблему, а не поймать хайп. Ну что, будем заканчивать эфир? Конечно. Спасибо всем, кто был с нами. Пока. Хорошего дня.